Ничего не вижу. Так, ничего не вижу. Вот, увидела. Так, окошко Ютуба. И я на канале. Так, сейчас, минуточку. Пытаемся что-то тут нажимать на кнопки. И вот опять подтверждение. И опять пин-код. Так. Ну, наверное, не сейчас. Подтверждение. Так, друзья. Ну, начало есть или нет? Я не вижу окошко. Так. Всем привет. Вроде окно вижу. Друзья, вы меня видите или нет? Это наш первый сеанс. Мы наконец-то зарегистрировали долгожданный стрим. Я приветствую вас всех на нашем канале, на стриме. Вы меня видите? Видим, слава Богу. Слава Богу. Здравствуйте, здравствуйте. Как я рада вас видеть. К сожалению, я вас не вижу. Видите вы меня? Я вижу, что вы меня видите. Вы знаете, непривычная форма, конечно, общения. Я сижу сама с собой и разговариваю с экраном. Но я надеюсь, что вы меня видите. И сейчас у нас будет с вами первое общение вот в таком формате. Прекрасно видно, слышно, слава Богу. Потому что мы так долго настраивали, вы знаете, несколько дней. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Здравствуйте, всем здравствуйте, здравствуйте. Я очень рада вас слышать или читать. Видим, слышим, добрый вечер. Добрый. И окошко я увидела. Но правда, для меня это все новое, поэтому где окно, а где вы, где я пока только этому всему учусь. Если у нас что-то по ходу отключится, то вы тогда мне напишите, чтобы я совсем сама с собой-то уж не сошла с ума. Вот. Да, друзья, всем спасибо, что вы собрались, спасибо, что вы с нами. Новая форма, все зрители. Доброй ночи. Доброй ночи. Да, действительно, мы все из разных городов, из разных стран и, возможно, континентов, да? Поэтому у нас у кого-то день, у кого-то ночь. Погода тоже, наверное, у всех жаркая. Я в Москве. У нас сегодня, наверное, 30 или 33. Как мы выживаем? Спасибо. Вы знаете, так приятно вас читать, вас так много. Какие вы молодцы, что вы собрались. Меня так это ободряет. Ободряет, что вас много. Я надеюсь, что еще кто-то попозже подключится к нам. Как мы построим нашу с вами беседу? Друзья, может быть, вы будете мне задавать какие-то вопросы, или, может быть, мне что-то рассказать о нашем канале или о деле спасения. Давайте я вас немножечко, хотя бы какую-то вступительную речь скажу, а вы мне по ходу уже будете задавать какие-то вопросы. Значит, и новые друзья, и те друзья, которые с нами уже с самого начала. Вы, видимо, все здесь собрались, все разные. Кто-то знает о нашем канале и о якутском спасении, кто-то еще нет. Наш канал существует с декабря 2020 года. Всего лишь 1,5 года мы на Ютубе. А спасаю я якутских собак с 25 ноября 2016 года. Мой первый вывоз состоялся 7 декабря 2020 года. Второй вывоз 12 декабря. И вот так вот потихоньку пошло и поехало. То есть 5,5 лет.
тяжелых лет я занимаюсь спасением из Якутска. А на Ютубе только 1,5 года. Раньше, я когда начинала спасать, я была на Фейсбуке. Потом мне девочки помогли на странице вести наши темы, наши посты в Инстаграме. Кто-то с нами с самого начала, кто-то подключился позже. Но вот так вот мы все собрались. В итоге здесь. Теперь уже нет Фейсбука, есть только вот YouTube. И мы с вами вместе. Друзья, и у нас с вами, я считаю, что это не у меня, а у нас с вами спасенных 210 собак. 210 хвостов. Так, сейчас я почитаю, что-то вы спрашиваете. Так, как чувствует себя Лир? Лир пришел в себя, он отъедается, он весел. Не могу сказать, что он сильно нуждается в ласке и в поглаживаниях человека, но тем не менее он, конечно, разительно изменился. Он чувствует себя уже как дома, он дружит с другими собачками, поэтому все хорошо у него. Вот, раньше он такой тощий был, как скелет, вы помните, да? Ну, сейчас уже все хорошо у него. Пристраивается. Если кому-то он нравится и будет фотосессия, то обязательно мы будем показывать постепенно. Вы видите наши ролики, мы начали уже показывать так поочередно по несколько животных. Так, сейчас я чуть-чуть почитаю. Сейчас. Спасибо большое. Да, вызывает уважение наша команда. Доброту и сострадание через постиком. Ваше сердце, которое через себя пропускает все страдания и боль. Да, я проживала эти 5,5 лет, очень тяжелые годы были. Если бы у меня сейчас спросили, захотела ли бы я что-нибудь поменять 5,5 лет назад, вы знаете, сложно ответить. Радует то, что очень много спасено. И я думаю, если бы я сюда не вписалась в эту тему, то кто бы спас и спасли вот то количество животных, которое было спасено за 5,5 лет. Но, наверное, все не просто так. И если я оказалась в этой теме, значит, это зачем-то было нужно. Там, свыше или, может быть, мне самой. Может быть, это тоже мне во спасение было послано. Именно Якутск, особенно, как получилось, что именно Якутск, особо жестокий город. Почему именно Якутск? Всегда и все в жизни происходит случайно и нечаянно, я бы сказала. Не потому, что что-то меня связывало с этим городом, никого у меня там не было никогда, никаких знакомых, вообще я ничего не ведала, а тем более о таком жутком месте, как ППЖ, а в те годы оно было еще более жуткое. Я совсем случайно на Фейсбуке наткнулась на пост, что хозяин привел большую собаку на усыпление в какое-то место, какие-то ППЖ, какие-то буквы непонятные мне. Вот, я ее захотела спасти, написала автору поста, что хочу забронировать. Так, я немножко не успеваю, но я, наверное, буду возвращаться. Я захотела спасти эту собаку, но через несколько дней мне сказали, что ее убили. Убили почему? Потому что таким образом они мстят волонтерам. Если собака кому-то понравилась и хотят спасти, особенно мстят волонтерам за то, что они любят собак, хотят спасти, поэтому такие собаки в первую очередь истреблялись самым жестоким образом. Это, по крайней мере, мне так объяснили местные волонтеры. Вот как бы так. Поэтому без вариантов. И следующие дальнейшие спасения надо было понимать, что спасать надо тихо, точно не бронировать собак, потому что если забронируешь, то их убьют. Тогда была другая власть, все было другое. Очень грустно вспоминать
ну что-то ужасное там было. Эти горы трупов, это все тяжело. И стены вольеров все в крови, все это на фотографиях, в архивах, все это есть. Ну вот таким образом я нечаянно, совсем случайно оказалась в этой грустной теме. Вообще изначально я думала, что я спасу, ну как бы вместо той собаки пару собак. Я на больше не рассчитывала и не собиралась. Но, вы знаете, затянула. Я сама не знаю как, но затянула, потому что дальше больше видела, больше несчастий, больше смертей, и просто уже не могла остановиться. А потом мы познакомились с Татьяной, которая активная, с такими же качествами. Мы с ней одного знака, упертые, настырные и, в общем-то, сердобольные тоже одинаково. Поэтому как-то у нас так вот сложилось, что я осталась в этой теме, в тяжелой теме. Но если я вам скажу, что я никогда не была в жизни собачницей, то не знаю, поверите вы мне или нет. Я никогда не имела собаку, я никогда не мечтала иметь собаку. Мне было всегда лениво гулять. Я смотрела на других и не понимала, как это они гуляют. Ну, как-то вот, как бездельники, мне казалось. Утром, вечером гуляют, а я всегда в делах, всегда бегом. А мне было жалко время. Ну, вот так вот я из несобачницы превратилась в какую-то жуткую спасательницу. Я себя называю, что я больше не собачница, а спасательница. Наверное, так. Поэтому. Так, я, наверное, немножко углубилась. Давайте я поотвечаю что-то на другие вопросы. Да, жестокий город, безумно, безумно. Спасибо, спасибо огромное. Спасение Якутят. Нюрочка нашла свою семью. Нюрочка нашла еще 6 января свою семью. Да, она в Великом Новгороде живет у Натальи. Да, там как бы тяжеловато было с ее адаптацией, с поведением в семье, в квартире. Но вроде как получилось. Они тоже очень настырные такие, молодцы, конечно. Семья, огромное им спасибо. Хочется, чтобы помогали больше. Я бесконечно благодарю. Когда я чувствую вашу поддержку, вашу помощь, вы знаете, мне становится спокойнее на душе, что я все-таки не одна. Ой, тут какие-то окна вылезают. Сейчас я их убираю. Кто-нибудь может ответить по donation? Я хоть и живу в Италии, и нет PayPal. Могу ли я через поступать? Спасибо вам большое за вас, за все, приятно вас видеть. Так, на канале есть, видимо, описание. Я не знаю, что видите вы, но там есть ссылка, и вы можете, конечно, свою помощь присылать. Вы знаете, тема корма, тема содержания, мне просто часто бывает очень неловко, что бесконечно нам нужен корм. Он бесконечно у нас заканчивается. И мы всегда, как попрошайки, ну а что делать? Вы знаете, это очень много. Это вот кажется просто какая-то цифра такая абстрактная, 210. Что такое 210 собак? Это очень много. Я сама даже пугаюсь, потому что если посмотреть с высоты птичьего полета, вот на количество собак, которые у меня на моем кураторстве, мне становится страшно. Потому что пристраиваются они гораздо медленнее. Понемногу, но они все равно пристраиваются. Сейчас меньше в свете событий, которые происходят у нас в мире, меньше. Раньше было пооптимистичнее, скажем так. Но мы, не покладая рук, занимаемся все равно пристройством. Спасибо нашим пиарщикам. Спасибо, я боюсь сказать слово «моим». Они не моя собственность, но я благодарю и Александру, Ирину, Екатерину,
Я очень им благодарна, потому что это тоже большой труд. Я не занимаюсь, у меня даже физически нет времени, чтобы заниматься пиаром, но я им очень благодарна. Это тесный контакт, это связь этих людей, пиарщиков, с моими передержками по поводу каждой собаки. Это работа невидимого фронта. Это можно не видеть, но это постоянно ты находишься в теме, в ритме, в такой каком-то, вот в гонке какой-то. Надо все не упустить, не упустить ни одну семью, которая, например, сделала какую-то заявку на какую-то собаку по размеру, по возрасту, по темпераменту. То есть подобрать семье такую собаку, которая бы им подходила. Это тоже тесный контакт с каждой семьей, общение и общение. У вас очень приятный голос и доброе нужное дело. Сил вам и терпения. Спасибо вам большое. Якутск очень холодный город, там людям тяжко, а животным и подавно. Вы знаете, в том году зима была минус 63. И я, видимо, вот знаете, чем ниже градус, я тем активнее бегаю. Бегаю, спасаю. Вот такое ощущение, что я бегаю по улицам Якутска. За каждым углом мне надо знать, кто под сугробом, кто умирает, кого не пустили в подъезд, кому не дали корку хлеба, а дали пинок. Мне надо и тут спасти, и там спасти, и там спасти. Ну, там уже трупы, поздно, здесь надо хотя бы успеть. И я в том году, конечно же, наспасала очень много. Вы знаете, я не успеваю в роликах рассказывать про всех и обо всех. Не успеваю. Я спасаю гораздо больше. Я прошу, потому что я в тесном контакте там с моими людьми, вот с теми, кто мне помогает. Там их не так много, к кому можно обратиться в любой час дня и ночи. Не так и много. И они тоже не всегда могут. А потом начинаются поиски этих собак, которых не спасли вовремя, а потом их ищут, потому что я начинаю истерить и говорить, что мне нужна эта собака из-под земли. Она так смотрела, ее глаза, они мне снятся, если мы ее не спасем, она будет меня преследовать и до конца дней, и вообще это очень у меня так серьезно. Нет, если я кого-то хочу и я не могу спасти, я правда не могу спокойно потом жить. Ой-ой-ой. Что, я не знаю, как... Я не знаю, как вы меня слышите или не слышите. Я не знаю, как выйти в это окно. Нет, давайте пока я не буду отвлекаться, потому что очень много вопросов, и мне очень приятно, что люди интересуются. Так, не умею переводить в стриме, посылаю после просмотров, извините. В стриме. Вот как же посылать в стриме, как мне подсказать, потому что я сама здесь, знаете, новичок в этом стриме, и вот чтобы разговаривать и читать, и подсказать, как переводить, наверное, я не смогу. Мои помощники. Как, подскажите, как... Я знаю живые примеры, когда по мелочи собирали крупную сумму. Да, конечно, все по мелочи, не по большому, не по крупному. Можно было бы больше спасти собак, если бы каждый из подписчиков делился рублем. Вы знаете, вот я всегда говорю, что не только рублем, мне очень нужна помощь в пристройстве этих собак, чтобы у нас было какое-то движение, чтобы одни собаки находили дом, уезжали в дом, потому что привести их сюда и чтобы они жили на передержках, это не цель все-таки для собаки. Передержек таких, чтобы вот для меня надежных, кому я могла бы доверить собак, у меня не так много. У меня и так, вы видите, собаки на передержках, которые переполнены. Это уже я, если не буду их пристраивать, а привозить, то я просто устрою здесь второй ППЖ. Но этого нельзя допустить. Этого просто нельзя допустить. Поэтому
Как можно такое выдержать? Я сама не знаю. Я сама не знаю. Не знаю. Просто это великое мое терпение, выдержать это невозможно, потому что весь WhatsApp у меня валится от несчастных, от трупов, от умирающих. Весь WhatsApp. Я иногда думаю заблокировать, что ли, все и всех, и заняться имеющимися собаками. И вы знаете, не могу. Не могу. И сплю с телефоном, и передвигаюсь по квартире с телефоном. Наверное, это все-таки ненормально. И перезагрузка, конечно, у человека быть должна, чтобы совсем крыша не съехала. Вот, друзья, бесконечно благодарю вас всех, потому что вы – это единственная опора, на кого я могу положиться. Вы знаете, когда спасаешь зимой, я прекрасно понимаю, что за зимой наступит весна и лето. Лето – это такой мертвый сезон, когда все разморенные от жары, все уезжают на дачи, мало сидят в компьютере, мало хотят, ну хотят правда отдохнуть, и я вас понимаю, потому что у меня у самой такое же желание. И вы не видите того, что ничего не остановилось в деле спасения. Как они нуждаются, так они и продолжают нуждаться. Их также жалко, у них такая же участь. Если не спасешь, то слабых забьют, порвут, съедят. Сильные, я вообще не знаю, сильные, наглые или там кусачие, они, наверное, только для охотников. Для таких у меня даже нет места и средств для содержания, а тем более пристроить таких сложно. Передам через Сбербанк. Спасибо. Так, сейчас я попробую. Ой, друзья, как спасибо вам большое, что вы так поддерживаете и что у вас много, у вас есть интерес. Общение с собаками захватывает, они же наши друзья меньшие, безусловно, конечно. Один раз, если столкнешься и пропустишь их через себя, не просто вот поверхностно, да, раньше же я тоже всегда любила и собак, и все, но я думала, я никогда просто не знала, что у них такое бедственное положение. Я правда не знала. Ну, каждый же проживает свою жизнь своими проблемами, своя семья и так далее. А то, что их так массово истребляют, убивают, а они такие чудесные, у них такие замечательные характеры, ну, конечно, я этого не знала. Не потому, что вот я знала и закрывала глаза, нет. Если бы, может быть, я с этим столкнулась раньше, ну, наверное, бы я оказалась в этой теме раньше. Не знаю, не могу сказать. МВД Якутска не ответила ни на одно мое письмо. Ну, это и не удивительно. Вот когда говорят, что напишите туда, сюда, куда мы только не писали за эти 5 лет. Нет на этой планете, в нашем веке, до собак кому-то дело. А уж в свете событий с марта этого года, я думаю, что отодвинулось это дело собачье на неопределенный срок или навсегда. Все идет не к милосердию, а к ужесточению. И я не вижу света в конце туннеля. Вот от этого, конечно же, опускаются руки. Потому что если бы я видела... Конечный результат я вижу, но он частного характера. Вот спасла, вот пристроила, да, радуюсь. Когда мне говорят сейчас, что забронировали еще 2 собаки, вы знаете, у меня то искры, слезы из глаз, то мне хочется танцевать, а это всего 2 собаки. А у меня, мне так это дорогого стоит, что я радуюсь от 2 собак. Хотя мне надо, вот я поставила себе такую планку, мне надо из 210 100 пристроить. И я прекрасно понимаю, что на это уйдут годы. Если я буду годами пристраивать этих собак, значит, я не спасу других. Я к зиме должна освобождать передержки, а летом собаки хуже пристраиваются. Люди уезжают в отпуска, собак не с кем оставлять. Поэтому притормаживается вот это вот спасение. Спасибо зарубежным нашим ручкам, семьям, подписчикам за то, что они спасают ситуацию с нами, с нашими собаками. Если бы не они, я бы тогда не знаю, что
делала. Когда я отправляю туда, я хотя бы спокойна, что у собак все будет хорошо. Мы с ними общаемся, мы с ними на связи, они присылают нам приветы. У меня по каждой собаке папка, папки все по годам, по месяцам, папки месяца там с ППЖ, каждый месяц это новые фото, видео по ППЖ, это с 2016 года. Вот, поэтому у меня полностью отчеты. Я также не успеваю, вот, ну, как бы, делать мы не успеваем, потому что это не я делаю. А спасибо огромное Татьяне, что она нам помогает такие делать замечательные ролики и освещать это во всем мире для всех стран. Огромное ей спасибо. Я всегда не знаю, где вставить ей слова благодарности, потому что я знаю, что она вырежет и не даст о себе слова сказать. Зовут ее Татьяна, это замечательнейшая женщина, просто чудо, она большой профессионал. И когда-то в ноябре 2020 года она мне просто предложила, тоже захотела спасать, но вот именно якутским помогать собакам, потому что тем очень много, и я не справлялась уже. То блокировали на Фейсбуке, то еще что-то. Хотелось больше спасти. И вот она предложила мне, ну, как бы расширить, да, площадку для освещения якутской темы. И, ну, как-то неделю она меня убеждала, что это необходимо для собак, ради собак, но она меня убедила. И вот у нас все равно что-то получилось. Виктория, да, спасибо большое. Спасибо, приятные слова пишете. Почаще прямой эфир. Пожелания, да, спасибо большое. Мы будем очень стараться, потому что я вижу, что вопросов много и надо выходить почаще. Вы знаете, как вы видите, сейчас у нас самолетов уже или нет, или самолетов нет, или они у нас, ну, редко, то есть самолеты, да, поэтому время появилось хоть немножечко, потому что раньше я, в принципе, жила с этими, в этих самолетах, в этих аэропортах. Так, активненько ставим лайки. Да, сильная женщина, а мне подбросили котенка, который не ходил, а сейчас чуть ли не бегает. Но скоро уезжаю на операцию, и куда мне его определить, не знаю. На время его возьмут, а дальше? А если вы уезжаете, а потом же приезжаете, а что мешает? Давай. Почему дальше котенка? Котят, да, это немножко сложнее. Сейчас я основных пристроила котят, а летом вообще глухо по пристройству с кошками также. Звонили в Якутск зимой в администрацию, трубки никто не снимал. Вообще ничего удивительного. А если даже бы они и сняли, то они бы вас отфутболили на другую, в какую-нибудь инстанцию, и сказали бы, что это не по их части. У них по умолчанию какая-то договоренность между всеми структурами, между всеми службами. Вот футбол, они посылают, никогда вы не найдете. Это у них по умолчанию, это, видимо, так, указание сверху. Тошно их фамилии просто называть, не знаю. Но это такой менталитет, это уже ничего не поделаешь и ничего не изменишь. Так. Мои родные жили в Якутии, в Алах-Юне. Самое теплое отношение к якутам, к животным было потребительское. Самое теплое отношение к якутам. К животным было потребительское отношение, хотя и уважение было к лесным животным. Просто так не убивали. Что стало с людьми? Да-да, вы знаете, вот местные жители даже говорят, все изменилось, даже там. Не было такого. Не было такого даже вот сколько там, 10 или 15 лет назад. Они вспоминают свою молодость. Мне же пенсионерки тоже звонят, и они просто вот в подробностях рассказывают, как это было, и не было такого. Да, жестоко очень.
Как всегда приведу через... Можно ли привезти корм, необходимые вещи на передержку лично? Смотрите, вот корм привезти можно. Можно, конечно, да, корм привезти. Я, знаете, как вот, да можно, конечно, любой корм, в принципе, мы, конечно, ну а как же нет, конечно, можно. Просто смена корма, как бы говорят, что отражается, да, но нам сейчас не до выбора, мы любой корм будем есть. Что теперь нам делать? Можно, можно. А вещи, какие вещи? Вам, знаете, вот я хочу сказать, я на передержку очень много диванов собирала. Тут у нас соседи, кто-то вот выкидывал, я собирала, целую машину грузила этих диванов, накидушек, подушек от диванов. Они все сгрызли. Они все сгрызли очень быстро и привели в такое негодное состояние, что потом пришлось вызывать опять людей, соседей, чтобы эту тяжесть вытащить. И мы поняли, что вот для них все-таки лучше всего солома. Сено оно мокнет быстро, а солома, ну вот почему-то так. Когда они начинают жить в семье, в доме, то все нормально. Они диван воспринимают как диван, на котором надо лежать. Я очень люблю пристраивать в те семьи, где собаки могут полежать на диване, да. Но это так уж. Но вот на передержках, так как вот это вот коллективное их содержание, общак, они друг друга учат, ну, показывают дурной пример. И если даже одна будет драть вот эту вот поролон, то они его быстро за ночь уделают и раздерут. Вот все мягкое, лежанки, например. Нет, ну на одной передержке, там, где у нас бывают щенки, то там мы, да, привозим лежанки, или там кто-то нас балует этими лежанками, то да, мы берем лежанки. А так вот, если они в одном доме, хозяйка вот в другом доме в летнем ютится, то они разгрызают быстро. А так, по корм, созвонитесь со мной, напишите мне на WhatsApp, я с удовольствием пообщаюсь, с удовольствием мы с вами обсудим, как это сделать. Да, я понимаю, перед пенсией туговато. Можно ли... Так, дальше что? Donation очень просто. Если не получится, то поставьте галочку на опциях. Вот, видимо, совет пишут, да, Donation очень просто. Если не получится, то поставьте галочку на опциях карты о возможности покупать через интернет. То есть галочка такая, да, поставить галочку, возможность покупать через интернет. Всем сердечный привет из Тулы. Нам еще надо учиться и учиться, вот как-то, да. Как хорошо, что есть команда. Спасибо вам за спасенные души. Однозначно. Вы знаете, один в поле не воин, конечно же. Без людей ничего не сделаешь. Нет, ничего не сделаешь. Должен быть и надежный таксист, который не упустит собаку, которому можно доверить, который зайдет тоже в закрытую зону, когда ты в одном порту шарахаешься, он в другом порту, как-то вот на одном дыхании. Сегодня он тоже вот встречал у нас собак. Когда всплывают окна, думаю, что их следует оглашать. Ведь это переводы от подписчиков, они пишут свое имя и пожелание, для кого перевод. Когда всплывают окна, думаю, что их следует оглашать. Ведь это переводы от подписчиков. Что-то я не понимаю, что-то. Окна у меня тут не всплывают, у меня сообщения идут. Это для меня или это для кого-то? Может быть, потом пойму. Низкий поклон и вашей команде. По возможности перевожу. Там хуже всего сейчас в Донецке. Да, конечно, я понимаю. Все слышно хорошо. Слышим, все отлично и видно, и слышно. Лариса, может, через Озон или Валберес посылки с кормами
посылать на определенный адрес. Тоже вариант помощи. Смотрите, а разве это не будет дороже, если посылать через Озон или Валберес? Это же будет дорого. У нас корм, это же мешки, а корм, он продается, и оптовую такую закупку мы делаем, и его привозят. Когда много мешков, то доставка у нас, конечно же, бесплатна. Поэтому мы заказываем на каждую передержку то 40, то 60, то было и 80 мешков. А мне кажется, Озон и Валберес — это все платные посылки с кормами на определенный адрес. Тоже вариант помощи. А вы знаете, вот, например, даже передержки, они же находятся в сельской местности. А вот этого пункта Озон, Валберес, это надо ехать. Даже, например, в поселок, да, ехать. В деревне, например, находится передержка, а надо в поселок доехать туда и загрузить. А ехать, я думаю, что до поселка там километров 20-30. Для этого надо оставить собак на кого-то. Где-то у меня есть на передержках, где муж и жена на подхвате они, да, а есть где нет, не может, она одна женщина, не может бросить собак. Они должны постоянно быть под контролем, а то чего-нибудь учудят, то палочку не поделят, то травинку, песчинку и так далее. Здравствуйте, здравствуйте, Светлана. Реквизиты указаны в описании под трансляцией. Друзья, вот подсказывают, реквизиты указаны в описании под трансляцией. Да, мы становимся собачниками, кошатниками, автомобилистами не с рождения. Да, да. Я никогда не собиралась садиться за руль, пришлось. Никогда не думала, что дома будет кошачье стадо. Хотя все живое с детства люблю. Да, 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 согласна. Но мне казалось, не знаю, может, казалось действительно, что вот все, кто спасает сейчас, они как-то с рождения рассказывают, что у них жили собаки, допустим, а у меня нет, не жили. Да, конечно, где-то, когда где-то я отдыхала на побережье или где-то во дворах, всегда откладывала, копила какую-то там еду, выносила. Это с детства было. Когда-то в 6 лет мне чья-то баллонка откусила мизинец, но это не послужило тому, что я стала ненавидеть собак. Вот когда мне говорят, что я не люблю собак, потому что меня в детстве укусили. Бред какой, правда? Это отговорки, это причина просто себя как-то реабилитировать, почему ненавидеть животных. Ничего, у меня мизинец вообще на волоске висел, но я сама виновата, я дразнила, я умею признать, в чем я не права, виновата. Это ничуть не причина, чтобы их не любить. Конечно, пристраивать тоже надо. Не тоже, а в первую очередь надо пристраивать. В первую очередь мне очень нужна помощь. Помощь в пристройстве. И помощь не так, чтобы вот вы помогали пристраивать, чтобы вы, мои дорогие подписчики, как же я вас всегда мысленно обнимаю. Я просто до слез вас благодарю всегда. Всегда. Просто я не могу это выразить в каком-то формате, но всегда благодарю вас. Я понимаю, сейчас всем очень трудно, тяжело, и поэтому не хватает, и поэтому я в долгах очень серьезных. Донаты можно переводить и рублями, надо выбрать валюту. Самое тяжелое в теме спасения — пристроить животное. Да, да, да. Вы знаете, не берут у нас собак в таком количестве, в котором они есть. Не берут. Поэтому мы спасаем так, без просвета, можно сказать. А они все рождаются и рождаются. Ой. Никогда в жизни не любила фразу всех времен и народов. Всех не спасешь. Вы знаете, меня очень трясло от этой фразы, я очень не любила эту фразу.
ее очень любят произносить и проходить мимо, ну как бы оправдывая себя. Вы знаете, я никогда эту фразу не произносила. Да, я в подсознании понимала, конечно же, целые ППЖ, ну как их спасешь? Кто-то же погибает. Я никогда не произносила эту фразу. И вот только недавно, в этом году, я, наверное, сдалась и признала. Действительно не спасешь. Мне очень больно это осознавать и очень больно это произносить. Потому что мне хотелось доказать самой себе и доказать вообще природе или миру, нельзя так говорить. Надо брать и делать. А уже вот главное делать. А уж если кого не спасешь, ну не спасла. Но самое главное, что ты была по максимуму задействована, чтобы спасти. Ну так, теперь вот я, к сожалению, признаю это. И это очень больно мне осознавать. Так, добрый вечер. Не знаю, как перевести деньги на стрим. Перевела сейчас, как обычно, на Сбер. Спасибо вам большое, мы всегда с вами. Спасибо вам большое. Вы великий человек, но не великий, конечно. Спасибо вам. 10 хвостиков. Я представляю, сколько сил нужно, когда их десятки. Да, вот представляете, умножить на сколько надо, чтобы нести ответственность. Не дай бог что-то с ними случится. Работа такая по спасению разноплановая. Многие считают, что привести сюда